По легенде, река Сунджа в селении Троицкое вышла из своего русла и затопила близлежащие дома. Около полусотни человек пострадало. На место выезжают все службы спасения. Сотрудники ЖКХ приступили к очистке русла, чтобы обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод. По словам главы местной администрации, при взаимодействии со специалистами гражданской обороны они регулярно мониторят прибрежную зону на загрязненность и уровень воды. Сейчас бы особенно заторы идут в этих подмостах, мостах, вот и удерживают вот эти большие деревья, кряжи или как там правильно назвать. И вот мы сейчас решили до паводкового времени вовремя убрать эти, очистить русло, проходимость освободить. Чтобы проходимость была, чтобы не было подтопления жителей станицы Троицкой. Те, кто нуждался в медицинской помощи, были госпитализированы в Сунджинскую ЦРБ. Остальных эвакуировали в пункт временного размещения, организованный на базе первой школы Сунджи. Здесь у нас на базе средней образовательной школы номер 1 развернут пункт временного размещения, где доставляются пострадавшие в результате подъема уровня реки Сунжа. Им здесь будет оказываться вся необходимая помощь. Оказав необходимую медицинскую помощь пострадавшим, была организована и материальная поддержка. Так, согласно плану, в МФЦ люди могли получить от государства выплаты за причиненный природной стихийный ущерб. Проводимых командно-штабных учений один из вопросов было это, значит, оказание финансовой помощи населению, пострадавшему в ЧС, через единый портал государственных муниципальных услуг. Данная услуга была в прошлом году уже постановлением правительства Российской Федерации и Республики Ингушетия утверждена, что те граждане, которые оказались в сложной ситуации, попали в ЧС, могут уже подать через мессенджеры заявление, указать там уже сидя у себя дома или у родственников, которые потеряли имущество, которые нуждаются единовременно в материальных выплатах, у которых есть родственники, погибшие, либо получившие увечья. Они могут через мессенджеры подать заявление. Те, кто не умеет пользоваться, в отделении МФЦ по замыслу учения у нас в Троицком проходит все это. Мы открыли рабочее место, сюда могут прийти, подать заявление. Данные заявления в онлайн-режиме рассматриваются. Весной угроза паводков увеличивается. Для оперативного противодействия чрезвычайным ситуациям в Ингушетии был сформирован штаб из различных министерств и ведомств для разработки планов и проведения учения в прибрежных зонах реки Сунджи. Здесь у нас вся практически территориальная подсистема РСЧС. Здесь не только региональные составляющие, но и федеральные. То есть это МЧС, МВД, Росгвардия, скорая помощь, Россети, ну и другие. Проведение подобных учений позволяет командному штабу оценить возможность инженерной и специальной техники, беспилотников, работы спасательных отрядов, мобильных медицинских сотрудников и правоохранительных органов. Считаю, что первый этап выполнен, но впереди еще и второй этап – это защита объектов экономики и социальной инфраструктуры от перехода ландшафтно-природных пожаров. Это у нас было спланировано в Джарадском районе, так что мы не расслабляемся. Мы должны, значит, приложить все усилия, чтобы показать как минимум результат не хуже, чем сегодняшний. Считаю, что есть, конечно, моменты, не будем озвучивать, что мы должны доработать, либо пересмотреть в каком-то направлении, более оптимальный вариант, но поставленной задачей справились. Особое внимание в дни учений уделяет применению современных информационных технологий, отработке вопросов информирования населения и жизнеобеспечения пострадавших граждан. До пика паводкоопасного периода остался месяц. В зоне риска территория нескольких населенных пунктов, где протекают реки Сунджа и Аса. При наихудшем раскладе под угрозой затопления могут оказаться более 1000 домовладений в 8 населенных пунктах региона. Муниципалитеты уже приступили к очистке русел рек от накопившегося мусора, сухостоя и скряжей. Эти работы помогут предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.